Критическая ситуация с электроэнергией сподвигла жителей села Адзюбжа заняться поиском майнинг-аппаратов. Активисты начали подворовой обход домовладений, где проводили беседы со своими односельчанами. В последнее время вы видите, какое положение с электроэнергией на территории всей страны. Неоднократно руководство Черноморэнерго, госчиновники выступают и говорят о том, что виной всему это является, употреблением майнеров. Вы знаете, до населения это дошло. Буквально вчера молодежь, актив нашего села собрались здесь и решили сами, без привлечения каких-либо силовых органов, своими силами пройтись, призвать людей, чтобы они сами добровольно, сдали свои майнеры. Вот сегодня буквально с утра они поработали, видите, какая куча здесь образовалась, более 100 майнеров, работа продолжается. И в те дома, куда мы входили, эти активисты, эти люди сдавали и сами же присоединялись к этой группе и шли дальше, изымать майнеры. Работа будет продолжаться. Но с другой стороны, у меня встает вопрос. Мне очень жаль этих людей. Я не говорю, что до 2020 года майнеров не было. Были они, но они завозились нелегально, как-то скрывались, как-то покрывались. Борьба шла, не совсем активно, но все-таки, люди побаивались. Но после того, как уже руководство страны заявило официально, что можно закупать, можно устанавливать, и, конечно, народ тогда кинулся, они налоги платили, официально оформляли, и руководство, и электрики все знали, сами помогали оформлять. А сейчас, когда пришло время, когда положение такое ухудшилось, без света народ остался, без электроэнергии, тогда они спохватились. Надо было, когда разрешали, тогда надо было продумывать, к чему это может привести. Результатом диалога стала вот эта гора оборудования для добычи криптовалюты, которую жители Адзюбжи выдали добровольно. Все эти аппараты располагались не в одном месте. У сельчан были установлены по несколько штук домовладений, и для большинства из них были единственным источником финансов. Однако, несмотря на это, услышав призыв активистов, они сдали майнинг-аппараты для последующего уничтожения. Сегодня дети в школу не могут ходить, детские сады закрыты, школы закрыты. Утром встаешь в 7 часов, света нету, воды нету. Как людям жить? Мне этих людей государство вообще-то разрешило, необдуманно это сделав, этот шаг. После этого они должны были выкупить хотя бы это, а не так сжигать. Людей разве не жалко? Жалко. Вот сегодня один из этих участников, у него 4 детей. Мало. Он свои рабочие, хорошие снял, первым принес сюда и сдал. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем. И в первую очередь чиновникам, у которых я сейчас поименно не могу назвать, потому что не знаю, но уверен, очень уверен в том, что они имеют не один, не десяток, а несколько десяток имеют. Пусть они образумятся, пусть опустятся на землю, подумают о своих детях, о родственниках, о народе. Если какое-то уважение к своему народу есть, какая-то любовь есть, и чувство патриотизма немного если есть, они должны добровольно это сами изъять и принести, по крайней мере, отключить. И дать возможность людям жить спокойно. Четверть 21 века завершается, и мы мечтаем об электричестве. Вот в таком плачевном состоянии сегодня осталась страна. Мне стыдно, я взрослый человек, мне стыдно перед этой молодежью. Они спрашивают, что же случилось, что вы сделали, как сумели так довести до нитки нашу страну.